Привет, зрители учебного телевидения СГУ! У вас хорошее настроение? Тогда давайте начинать. Нашу подборку открывает драматический сериал «Миллиарды» 2016 года. В главных ролях Дэмиан Льюис и Пол Джаматти. Сюжет основан на противостоянии биржевого гения Бобби Эскелерода и федерального прокурора Чака Ротса. Со стороны миллиардер кажется эталоном современного бизнесмена, честный торговец и примерный семьянин. Но можно ли быть хозяином Уолл-стрит и при этом оставаться чистым на руку? Ответ узнаете в сериале. Для просмотра доступно 5 сезонов. Оценка на Кинопоиске 8 звезд. Следуй за деньгами. Миллиарды. Продолжает наш топ американский телесериал «Стартап». Премьера триллера состоялась на платформе Crackle 5 лет назад, а его слоган переводится как «блестящая идея на грязные деньги». Что общего между богатым молодым наследником, девушкой-программистом и гаитянским бандитом? Желание создать криптовалюту будущего и выкупить свое право на свободную жизнь. Герои открывают теневой бизнес и оказываются под наблюдением у агента ФБР. Для просмотра доступно 3 сезона. Оценка на Кинопоиске 7 звезд. У вас есть одновременно проблема и ее решение. В ваших руках валюта будущего. Стартап. На очереди сатира с элементами семейной драмы «Наследники». Шоу имеет положительные отзывы критиков и ряд наград. В прошлом году проект получил Эмми и Золотой глобус, номинация «Лучший драматический сериал». Логан Рой – престарелый медиамагнат. На закате своей жизни он вдруг осознает, что ни один из его наследников не способен управлять империей. Сериал можно описать фразой классика «Каждая несчастливая семья несчастна по-своему». По ходу сюжета нас ожидают интриги, предательство и неприкрытая борьба за власть. Интересный факт – у главного героя есть реальный прототип. При создании сериала авторы «Наследников» частично вдохновились биографией австралийско-американского медиамагната Руперта Мёрдока. Можно сказать, что этот сериал – микс американской семейки, сплетницы и миллиардов. Оценка на Кинопоиске 7 звезд. Из этого пике мы можем не выйти. Кто управляет сейчас? Наследники. Следующий – криминальный сериал «Озарк». Интересно, что в начале каждого эпизода есть зашифрованное изложение. 4 пиктограммы внутри большой буквы О. Главный герой работает финансовым консультантом. Марти Бир стремится обеспечить свою семью высоким уровнем жизни, поэтому отмывает деньги для чикагской мафии. Малейший просчет грозит гибелью ему и его близким. На данный момент вышло 3 сезона. Выпуск 4-го назначен на этот год. Оценка на Кинопоиске почти 8 звезд. Деньги, по сути, это мера принятых человеком решений. Мы справимся. Ради семьи. Озарк. Нашу подборку мы завершаем «Подпольной империей». Сюжет криминального сериала расскажет о нелегальном алкогольном бизнесе и битве теневых предпринимателей. Действие разворачивается в 20-е годы прошлого века. Атлантик-Сити, как и вся Америка, вступает в эпоху сухого закона. Наки днем – городской казначей, а ночью – гангстер со связями на самом верху. Он решает воспользоваться ситуацией и заработать на подпольной торговле алкоголем. Главное тут – выдержать конкуренцию и получить прибыль, несмотря ни на что. «Подпольная империя» имеет несколько наград, в том числе премию гильдии актеров за лучший актерский состав драматического сериала. Для просмотра доступны 5 сезонов. Оценка на Кинопоиске 8 звезд. Подпольная империя. На этом все. Спасибо, что были с нами. Оставляйте свои комментарии под этим роликом. Увидимся в следующее воскресенье. Пока!